Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я расскажу вам ирландскую народную сказку «Надменная принцесса». Устраивайтесь скорее поудобнее. Итак, жил некогда на свете весьма достойный король. И была у него дочь, раскрасавица, другой такой и не сыщешь. Но зато уж гордячка похуже Люцифера. Ни одного короля или принца не соглашалась себе в мужья брать. Отец просто устал от нее и решил в последний раз пригласить во дворец всех знакомых и незнакомых королей, принцев, герцогов и графов. Они явились все как один и на другой же день после завтрака выстроились на лужайке, чтобы принцесса прошлась перед их строем и сделала, наконец, свой выбор. Один был толст, и она сказала: «Зачем мне этот пивной бочонок?» Другой был худ и тощ. Ему она сказала: «Шомпол». Бледнолицему она сказала: «К чему мне бледная немочь?» а краснощекому заявила: «Зачем мне этот петушок?» Только перед последним она задержалась на мгновенье. Он был слишком хорош и лицом, и осанкой. Ей хотелось отыскать в нем хоть какой-нибудь недостаток, но она не нашла ничего приметного. Она залюбовалась им, но виду не подала. «Мне не нужны бакенбарды». Ну, все уехали ни с чем. А король очень рассердился и сказал: «Вот я проучу тебя, привереда. Первому же нищему или бродячему певцу отдам. Кто первый зайдет, тому и отдам». И все так и случилось. На другое утро возле дворца появился парень, весь в отрепьях, с волосами до плечей, с густой рыжей бородой, которая закрывала ему почти все лицо, и запел под окнами: «Луч солнца золотого». Когда он кончил, двери приемной распахнулись, певца пригласили войти, позвали священника, и принцесса была обвенчана с бородой. Она кричала, угрожала, но отец не обращал на нее никакого внимания. Вот тебе 5 золотых монет. Забирай свою жену с глаз долой, что больше я ее не видел. И жених увел принцессу, убитую горем. Единственным утешением для нее были ласковый голос и благородные манеры ее мужа. «Чей это лес?» Короля, которого вы вчера назвали бакенбардами. «Ох, Тот же ответ она услышала и о лугах, и о полях, и, наконец, о прекрасном городе. да чего же я была глупа! Он был совсем не дурен, и я могла выйти за него замуж». Наконец, они добрались до убогой хижины. «Зачем вы меня сюда привели?» Этот дом был раньше только моим, а теперь он твой. Она ударилась в слезы, однако вошла в дом, так как очень устала и захотела есть. «О, Боже! Ни накрытого стола, ни пылающего огня в хижине! Придется помочь мужу развести огонь и сварить обед, а потом еще и со стола убрать!» А на другой день он велел ей надеть грубое платье и простой платок. Когда она прибралась в доме и справилась с остальными делами, он притащил охапку ивовых прутьев, содрал с них кору и показал ей, как плести корзины. Жесткие ветки ранили ее нежные пальцы, и она заплакала. Что ж, тогда он попросил зачинить ему одежду, но иголка уколола ей пальчик, пошла кровь, и она опять ударилась в слезы.
Он не мог видеть ее слез, а потому принес ей корзину с глиняной посудой и послал на базар продавать. Это оказалось самым тяжелым испытанием, но она выглядела такой хорошенькой, печальной, словом, казалась такой милашкой, что все плошки, кувшины и тарелки были распроданы еще до полудня. Единственным знаком ее былой гордости оказалась пощечина, которую она влепила какому-то щеголю, когда тот предложил ей зайти и распить с ним бутылочку. Что ж, муж остался очень доволен и на следующий день послал ее с другой корзиной посуды. Но, увы, удача изменила ей. Какой-то пьяный егерь наехал на корзину, его конь прошелся прямо по посуде и перебил всю вдребезги. Принцесса с плачем вернулась домой, и на этот раз муж остался совсем недоволен. Как видно, ты не годишься для дела. Пойдем, я устрою тебя при дворце судомойкой. Повариха мне приятельница. Пришлось бедняжке еще раз поступиться своей гордостью. Она работала, не покладая рук. Каждый вечер принцесса возвращалась домой к мужу и приносила в карманах завернутые в бумагу остатки с кухни. Через неделю после того, как она поступила работать на кухню, там поднялась ужасная суматоха. Готовилась свадьба короля, но никто не знал, кто невеста. И вот вечером повариха набила принцессе карманы холодным мясом да кусками пудинга и говорит: «Подожди уходить. Давай посмотрим на пышные приготовления в королевском зале». И только они подкрались к двери зала, чтобы заглянуть в щелочку, как вдруг оттуда выходит сам король. Красавец, глаз не отведешь, и никто иной, как сам король Бакенбарды. Твоей хорошенькой помощнице придется расплачиваться за любопытство. Пусть танцует со мной джигу. И не спрашивая, хочет она или нет, король взял принцессу за руку и повел в зал. Заиграли скрипки, и он начал с ней танцевать. Не успели они сделать несколько па, как из ее карманов полетели мясо и ломти пудинга. Все громко рассмеялись, а принцесса со слезами на глазах бросилась к двери, но король ее тут же нагнал и отвел в небольшую гостиную. Разве ты не узнаешь меня, дорогая? Ведь и король Бакенбарды, и твой муж, уличный певец, и пьяный егерь — это я. Твоему отцу было все про меня известно, когда он отдавал тебя мне. Просто ему хотелось укротить твою гордость. О, она не знала, куда деваться от испуга, от стыда и от радости. Но любовь победила. Принцесса склонила голову к мужу на грудь и заплакала, как ребенок. Потом служанки увели ее и помогли ей одеться со всем совершенством. А тут и родители ее приехали. Все вошли в зал, и тут началось такое веселье и ликование, какое вам вряд ли посчастливится когда-нибудь увидеть. Ну что же, дорогие ребята, вот такая замечательная ирландская сказка. А сейчас закрывайте все глазки. Спокойной вам